уважаемые гости, рады вас приветствовать сегодня у нас на семинаре. Негізгі бөлімге өтпес бұрын ең алдымен сіздерге сәлемдесіп алуды ұсынамыз. Бұл үшін сіздерге жаңағы қолдарыңыздағы программа бойынша шығып 3 топқа бөлінсек. Нам надо будет поделиться на 3 подгруппы, то есть у вас зеленые в одну подгруппу, желтые и белые. Теперь получается, первый круг зеленые, они будут у нас казахами, то есть вы будете здороваться, рукопожатие. Қолымызды беріп амандасамыз. Жасыл түсті топ. Екінші ақ түстілер сіздер бізде қытайлықтар боласыздар. Вы будете китайцами, то есть вы будете делать поклоны, то есть друг за другом все подряд. А желтые у нас будут африканцы. Африканцы будут прям обниматься, здороваться в обнимку. Все, начнем тогда, да? Принимаю. Замечательно. Ну а следующее упражнение, давайте, чтобы мы так дружно сегодня сплотились, поработали, и наш день получился очень таким полезным, плодотворным. Следующее упражнение также хотим провести с вами. Оно называется «Покажи действие». Сейчас я вас попрошу, давайте теперь объединимся и сделаем один круг. За руки не обязательно держаться. Так как у нас Международный день семьи, поэтому мы подготовили такое упражнение, которое называется «Покажи действие». Ваша задача заключается в том, что вам нужно будет показывать по тексту то, который я буду произносить, вам нужно показывать имитации движения, то есть действия. Ну что, у одной прекрасной девочки, умной, красивой, день рождения. Пришел первый папа ее поздравить и подарил ей мяч. Девочка взяла мяч и начала правой рукой, давайте будем двигаться, поворачиваем, правой рукой отбивать от пола мяч. Пробуем. И двигаемся. Двигаемся. Мяч отбивает девочка. Затем пришла мама. Мама решила подарить девочке действие, мы продолжаем. Мама решила подарить девочке расческу. Девочка взяла в левую руку расческу и начинает причесывать волосы. А мяч при этом отбивает. Так, замечательно. Затем пришел дедушка. А вот дедушка решил подарить лыжи, о которых она очень давно мечтала. Девочка также продолжает отбивать мяч, расчесывать волосы и при этом, надев лыжи, начинает скользить. Без палочек, руки заняты, потому что красота должна быть. То расческу потеряете. Подарок всем действий. Замечательно. Затем пришла бабушка. Бабушка, конечно, подарила куклу, о которой она мечтала, также девочка. Кукла начала моргать глазами и кивать головой. При этом девочка не забывала про мяч, не забывала про расческу, скользить на лыжах. Очень девочка пользовалась этими подарками, и, конечно же, она всех благодарила, говорила спасибо. Ну что, уважаемые гости, семинар наш продолжается. Всем активной работы. Спасибо. Всех попросим. Наталья Николаевна, программка желтого цвета идут в клуб мам, и программка белого цвета идут в клуб мам. Нұрханның атасы және Нұрхан жеті ата туралы айтып беруге. Осындай келіп, осы балағашамен қарым-қатынас жасап тұрамыз. Осындай өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды насихаттап,
кішкене бұлар балаларды үйретіп, жастар кішкене көрсін, үйренсін, а то қазір көбіне жастардың көбі ондайды біле қоймайды. Сондықтан балаларға бала осындай кішкентай кезінен үйрете берсек, ертең білер өзіміздің ұлттық құндылығымызды, ұлттық салт дәстүрімізді сақтап жақсы өсу. Жеңіс, тәрбие, тойғанбай, жетікбай, қос келді. Ең бірінші. Мой тазы, әлімдігін, жүйрігат, құрамдығыт, берем ұлтық. Өте жақсы. Какие результаты у нас достигнуты в клубе? Это может все. Ну, почти все. Все. Мы стали заниматься зарядкой по утрам. Очень важно, полезно. Выработать привычку, и потом будет очень легко и полезно. Нам нужно заботиться о том, чтобы наш сын или дочка ложились и и тогда Вверх, вниз. Качелька у нас получается. Вверх, вниз. Ручки сложили. Губки вытягиваем и улыбаемся. Мираны дайын? Әдетте ойналады. Немесе ну вот у меня отсутствует вредные привычки, но у вас, наверное, почти у всех отсутствуют вредные привычки, потому что это мужики же все, как правило, вредные привычки. Так, ну вот я стараюсь правильно решаться, это не очень важно. Biz özümüz getirdik.
Оларға біз көтердік, олар бізге көзге қарап тыңдап көріп отырады. Осындай ойынды, осындай ісі дейміз. Міне сонда несі дайын мынандай болып дайындалып отырмыз. Бірақ балаларға, ушақтарына хотела бы провести с вами рефлексию. Начну я рефлексию с таких слов. Доброта – это свет, растворяющий все стены, душ, семей и разных национальностей. А сейчас я попрошу вас выйти все в центр зала, сделать большой круг, тем самым мы будем дарить тепло, любовь, доброту друг другу. Но по условию, как только музыка остановится, нужно будет, я вас попрошу, конечно же, ответить на вопросы нашего сегодняшнего семинара, оставить отзыв, хорошие слова. Елена Викторовна, можно на музыку? Начнем? Стоп. Давайте подушечку. Выбирайте, пожалуйста, небольшой сувенир, зачитайте вопрос, хотите вслух. Влияют ли родительские клубы на улучшение образовательного процесса в детском саду? Я первый раз была на таком семинаре, впервые увидела вообще работу педагогов детского сада и родителей. И я считаю, что, безусловно, во-первых, это доверительные отношения с родителем. Это намного ближе становятся дети с родителями, родители с руководством, с педагогами. Поэтому для себя на заметку я взяла на вооружение и считаю, что да. Многое, да, взяли для себя, что можно все это применять у себя, да? Применять, и это нужно. Да. Это очень большое дело, я так считаю. Спасибо большое. Мы продолжаем. Я все время говорю, сегодня получается. Попросим еще вас послушать. Вас очень приятно слышать. Сейчас какой-нибудь кавер. Будете ли вы использовать информацию, которую получили на семинаре? Да, в интернет порвем, да. Алёша Небековна. Конечно же. Шоколадку?
для чего нужны семейные клубы в детских садах. Семейные клубы в детских садах, во-первых, мне кажется, нужны для того, чтобы родителям было спокойнее в плане, если у них возникают какие-то вопросы в плане воспитания и развития ребенка, он спокойно мог, не боясь, обратиться к воспитателю и попросить помощи. Вот я возьму, к примеру, наш мини-центр, у нас нет вот именно такой сплоченной работы, командной работы между родителями и воспитателями, поэтому я считаю, что семейные клубы просто необходимы во всех мини-центрах и во всех детских садах. Какие преимущества в работе родительских клубов вы увидели? Ну, я была в клубе пап, мне очень понравилось. Во-первых, мужчины редко когда участвуют, папы, в семейной жизни, в семейном воспитании. Поэтому если таких клубов будет в каждом саду, особенно пап, чтобы не только мамы занимались воспитанием детей, но и папы участвовали в этом, тогда, мне кажется, будет и счастье в семье, и гармония, и любовь, да, и среда для ребенка будет благоприятная. Спасибо. Действительно ли родительские клубы помогают родителям быть более вовлеченными в жизнь детского сада? Ну, конечно, они же вместе работают, и потом доверительные отношения происходят между детьми, между родителями и воспитателями. Мне кажется, Как вы считаете, актуальным направлением наших действующих семейных клубов? Да, потому что все родители задействованы, и прям видать то, что есть сплоченность между педагогами и родителями. Вот мы были в клуб мам, там мамы прям такие организованы, прям видать то, что они все загорелись, все горят желание, и у нас прям такое желание появилось, чтобы у нас тоже так же было в нашем саду. Спасибо большое. Понравилась ли вам форма проведения нашего семинара? Да, очень понравилось. Спасибо, все было супер. Спасибо. Кто еще скажет? Интересная была форма работы. Я была в клубе мам. Прям родители, видно, что с воспитателями работают в тандеме, что они используют эту игровую деятельность и дома, и с родителями, и показывают эту работу другим группам. Было очень приятно. Спасибо за работу. Много что увидели, много что будем внедрять в себя. Спасибо вам. Большое спасибо за приглашение. Действительно, сегодня мы приехали, напросились на семинар, очень хотели здесь побывать. Сегодня у нас присутствует методист ясли сада «Колосок». Это у нас сад, который является центром компетенции. Я методист отдела образования. И методист ясли сада «Родничок», который является точкой роста Синьгуля Баевна. То есть все у нас люди, которые самые активные эту работу с дошкольниками ведут. Нам очень понравилось. Действительно, эта работа с родителями, она у нас, честно говоря, на таком, скажем, на заднем плане всегда. То есть она настолько у нас не внедрена в дошкольное образование. В основном бьются педагоги, администрация, а родители заключаются в чем, как правильно сегодня говорили, одели, накормили, привели. И очень здорово сегодня мы увидели, то есть как можно с родителями взаимодействовать, как их привлекать, и действительно от них идет отклик. Они рады, им нравится, и то есть они сами видят результат своей работы, что они и ближе с детьми стали. И они и в работу, получается, сада включились, да, то есть они уже видят, как сад живет, как он работает. Нам очень-очень понравилось, мы сегодня с вашего разрешения сделали много видео, мы сделали фото, которые хотим показать своим педагогам, для того, чтобы ваш опыт внедрить на базе наших дошкольных организаций. В этом году многократно давала областные семинары, делились опытом. Также в рамках нашего областного проекта «Арбала Биржылдыс» создали и реализовали проект ОНК Билимге, это осьминог многофункциональный. И вот буквально вот в этом месяце у нас прошло заседание РИЦ, областного экспертного совета, где детский сад Ахбота представил 2 методических пособия, которые успешно прошли, и вот у них есть апробация, то есть они доказательно показали свою работу. Поэтому, уважаемые педагоги, коллеги, когда вы будете проводить мероприятия, создавать проекты, обязательно подавайте методические разработки, в дальнейшем их можно будет даже отправлять на республику.
Спасибо детскому саду за дисциплину. Талап бөлімінің әдіскерімін. Сіздердің семинарларыңызға өте жақсы деген көңіл күй алдым. Кіреберістен бастап, сіздерге йурттаға кіргізгеннен бастап. Рахмет сіздерге, көрініп тұр, ата-аналармен қалай қатынас жасайтындарыңыз, ата-аналар да, әжелер де, аналар да жаңағы әріптесім айтып кеткендей көздері жанып тұр, расында да. Тәрбиешілердің де прямо өздерінің солай ата-аналарға деген ниеттерін ата-аналарды бірге алып, әрине ол жұмыс қиынырақ ата-аналармен жұмысы, бірақ бұл жерде көріп тұр, тәрбиешілер ата-аналарды сындырып, былай айтқан кезде, сындырып, Алламен қарым-қатынас жасап тұр. Бұрынғы халық дәстүрлерін, әдет ғұрыптарды негізі дұрыс айтты, мана бір әже айтып кетті, мұндайды білмейді деп ата айтып кетті. Сондықтан сіздер жаңағы болашақ балаларға үйретіп жатқандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір ұмытылып бара жатыр. Сондықтан бұл дәстүрді әрі қарай жалғастырып, сіздердің ұжымдарыңызға творчестволық табыс тілеймін. Осы жылда білем, есіктеріңіз ашық есік күні көп болды. Сондықтан сіздерден естіп жатырмын, басқа ата-аналардан болсын, әріптестерден болсын, сіздерде өте керемет өтеді деп. Сіздердің ата-аналарыңызда сіздерге отзыв айтқан кезде, былай айтқан кезде, ата-аналар балабақшаға орналасқан кезде сразу бірінші Ақботаны тыңдайды. Сондықтан Ақбота деген алда жүре берсін. Жаңа да айтып кеттім, методикалық әдістемен нұсқауларды таратып жатсыздар, барлық балабақшалармен бөлісіңіздер. Тағы да айтамын, денсаулық тілеймін, творчестволық табыс тілеймін, көркейе беріңіздер, жана беріңіздер, өсе беріңіздер. Рахмет. Құрметті әріптестер, аты-жөнім Дарбаева Мадина Таджарбаевна. Осы мектепке дейінгі саласында 40 жылдан астам жұмыс істеп келе жатырмын. Әріптестер, Ақбота балабақшасының ұжымына Жанна Еркенівна, сізге алғысым шексіз. Семинардың деңгейі биік болды. Уважаемые коллеги, что я хотела бы сказать? Каждый из вас свидетель того, что сейчас происходит трансформация содержания системы дошкольного образования страны. И диктатура женского начала в дошколе очень сильна. У нас очень мало мужчин, которые работают в системе. И наши дети на сегодня лишены во многом из-за, ну так скажем, технологизации нашего общества, из-за того, что у нас так скоротечно бежит время, мужчины не успевают уделить должного внимания своим детям. И поэтому этого не хватает. А именно школа отцов, она ликвидирует этот пробел. Поэтому думаю, что у школы отцов большое будущее. Общество меняется, и, к большому сожалению, связь между династиями, преемственности сегодня, как обычно, не наблюдается. Вы сегодня свидетели того, что насколько переполнены у нас дома для престарелых. К сожалению, дети отказываются от воспитания, вернее, от поддержки своих отцов и мам в старческие годы. И поэтому именно Академия родителей, она нацелена на то, чтобы у каждого ребенка воспитать то отношение, которое требуется нынче в рамках той программы воспитания, которую перед нами поставило министерство. И, на мой взгляд, еще одно важно. Тот, кто не знает своей истории, у того человека нет будущего. Поэтому традиции каждого народа надо чтить, и их нужно знать. За это, Жанна Еркенівна, вашему коллективу и вам лично отдельная благодарность. Рахмет, коллеги, браво! Ну все, наверное, будем. Да, всем большое спасибо, всем доехать до дома. Нет, я просто говорю вот такую пламенную речь в конце, чтобы больше не говорить. Всем хорошо доехать до дома.